Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему, что готовит вам судьба до конца месяца, что произойдет, как поменяется ваша жизнь. Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вас, мои дорогие любимые, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Господи, как же вы обрадуетесь. Смотрите, какая радость. Тут что-то случится, что-то исполнится. Вы буквально, вот как на 7-м небе окажетесь. Тьфу-тьфу-тьфу, дай Боже каждому. Пусть вот как вышло, так и исполнится. Желание, мечта, какой-то долгожданный прорыв, какое-то долгожданное изменение в жизни, да, какие-то вот прям сладкие, вкусные, желанные перемены. Вы видите огромный замок, такой вот навесной замок, видите, у него дужка открылась. То есть вам это будет доступно, это откроется вам, да, вот как что-то исполнится, произойдет. Вы у меня все разные, да, меня смотрят и мужчина, и женщина, живете в разных странах, разный возраст. Но вот кто зашел на эту отсыпку, мои хорошие, у вас исполнится. Вот добьетесь, получите, исполнится, придет, случится, радоваться будете, вот до неба прыгаете. До неба. И еще я вижу, что ваша радость какую-то женщину очень сильно опечалит. Там женщина будет ходить, как будто бы в воду опущенная, смурная, с черным лицом, с кривым лицом. И вот прям даже может вас язвительно как-то укусить, сказать, что ты так радуешься, что орешь, ну и что у тебя случилось, ну и что исполнилось. Да, вот прям не сможет сдержаться. Вы, пожалуйста, на это обратите внимание. И с этой женщиной минимизируйте контакты. А вообще лучше как-то избегать эту женщину, к себе близко не подпускать. Ну явно она вам не друг. Человек, который друг, либо родственник, конечно же, порадуется и с вами, и за вас порадуется. А вот такие вот злонамеренные, завистливые люди, они просто вот огорчатся очень сильно, да, вот огорчение у нее идет. А у вас наоборот, видите, замок открылся, и вы очень счастливы, прыгаете до небес и максимально себя хорошо чувствуете. Ну, дай Боже, еще раз, тьфу-тьфу, пусть у каждого мечта, желание, перемена придет, исполнится. Ну, и теперь давайте начнем по порядку. Смотрите, я вижу картину, где вы с кем-то сидите, как договариваетесь, либо переговоры ведете, ну, либо какой-то процесс идет, да, вот за столом сидите, как несколько человек. И момент такой немножко напряженный, но тем не менее, я вижу, что здесь вот как карты у вас в руках, как будто бы кто бы что там не хотел, все равно случится на благо вам. И вот этот перелом, он происходит из-за того, что какой-то человек становится на вашу сторону, либо за вас, допустим, там словечко замолвит, либо даст отмашку, что типа я за нее, либо я с ней согласен, с ним согласен, да, возможно, вы мужчина смотрите. И вот эти вот переговоры, либо этот разговор за столом для вас очень хорошо закончится. Вы не видите того, кто стоит за вашей спиной, но он есть, и он дает знаки, он дает сигналы, что типа хватит, да, даем согласие, либо соглашаемся, либо помогаем, либо одобряем, либо подписываем договор. Да, вот как-то так мне идет. А вы будете нервничать, вы будете переживать, у вас там буквально вся жизнь перед глазами пролетает, и вы думаете, Господи, сейчас меня пошлют, либо сейчас мне откажут, либо скажут, все, уходите, разговор окончен. Нет, такого не будет, наоборот, очень и очень хорошо закончится. Ну, вы точно будете довольны. Вот еще показывают машину, какая-то машинка такая небольшая, и в этой машинке кто-то прям мчится к вам, приезд какого-то человека, да, возможно, в принципе человек приедет, а возможно, человек на машине приедет. Кстати, этот приезд станет для вас неожиданным, но очень приятным.
Может быть, этот человек не только себя привезет, но еще что-то вам привезет. А может быть, этот человек приедет, чтобы что-то сделать, чем-то помочь, в чем-то поучаствовать. Да? Вот на машинке едет человек, ну, либо машинка какая-то везет. Еще, мои хорошие, показано, что вы на работе чего-то добьетесь. Либо это решение проблемы, например, да, либо окончание проекта. Либо добьетесь, чтобы вам дали отпуск в августе, а может добьетесь того, чтобы вам зарплату повысили, либо уважительно к вам относились, либо чтобы кто-то нервы вам не трепал. Да? Вот у каждого свои проблемы на работе, но вы добьетесь, вы киркой бьете, ну вот как в землю бьете, да, копаете. И то, что хотите, то и получите. Но, конечно, придется киркой поработать. С неба не упадет. За красивые глаза никто ничего сам не придет, не будет предлагать и не будет давать. Нужно будет бить этой киркой, пока вам не дадут то, чего вы хотите. Напорство и труд все перетрут. Вот. Будьте понапористее и не отступайте. Не соглашайтесь на меньше. Знайте, что вы можете получить большее. За счет того, что вы идете напором, да, люди теряются, думают, ничего себе, она крутая, да, лучше с ней согласиться, мало ли, что она там задумала, либо он задумал. То же самое, например, если вы работаете сами на себя и хотите получить какой-то заказ, так идите к этим клиентам, стойте у них там под дверями и говорите, что я вам все сделаю, я сделаю в лучшем виде. Эти люди скажут, о, ну он в себе уверен, значит точно сделает, да, и дадут вам этот заказ. То же самое, если просто ищете работу, вот какая-то контора, там, не знаю, фирма, организация, приходите туда, идите в отдел кадров, либо к HR идите и говорите, я хочу у вас работать, у меня там квалификация, я суперспециалист, вот берите меня на работу. И все получится, да, все получится. Надо быть понастойчивее, даже немножко понаглее надо быть. Бейте этой киркой, пока яму не выкопаете, да, пока свое не получите. Ну, кто у меня уже как бы жизнью научен, я думаю, вы понимаете, что надо делать. Может, вы уже и решили это делать. Будет хороший результат. Просто тут замечательный. Так, еще. Вот здесь какая-то женщина в тупик зайдет. В тупик. Ей отказывают, с ней не разговаривают. От нее, как от прокаженной, шарахаются. Эта женщина против вас, то ли что-то замышляла, то ли кого-то пыталась подбить против вас. И вы знаете, люди как-то на нее смотрят, как на больную. И даже вот тройки выворачиваются в обратную сторону. Тройки — это ее друзья, это ее какие-то, не знаю, приятели, это те, кто были на ее стороне, либо кто ее поддерживал. А теперь разворачиваются, переворачиваются, и она как персона нон-грата, да, не рукопожатная. Никто не хочет с ней общаться, никто не хочет терпеть ее присутствие. И она буквально в тупике. И она думает, да как так, да почему такое произошло? Что я сделала не так? Я же жертва, это же вы плохая, либо вы плохой. Но я вижу, что она своими действиями свою жизнь буквально в тупик загоняет и растеряет всех тех, кто рядом с ней был. Потому что тройки от нее отвернулись и вывернулись на другую сторону. Были тройки приятелей, а теперь не пойми что, да, вот никто не хочет с ней общаться. Ну, конечно, она винить вас не перестанет, но, по крайней мере, не такой наглой будет, да, либо откажется от каких-то негативных задумок, либо планов в вашу сторону. Ну и туда и дорога, да. Вы ее не трогаете, это она против вас что-то думает и замышляет. И да, если вы мужчина, возможно, у вас есть женщина-враг, которая пытается, не знаю, вам навредить, либо отомстить, может, обижена за что-то. Но если вы женщина, то тут 100% зависть, конкуренция, либо соперничество может идти. Но она точно будет в тупике. А вам, в принципе, до нее нет дела. Вы живете свою жизнь, вы занимаетесь своими делами, на нее вообще внимания не обращаете. Но, возможно, будут доходить до вас какие-то слухи, да, новости будут доходить. Знаете, что новости преуменьшают, да, на самом деле там все гораздо хуже, чем вам в новостях, либо в сообщениях говорят. Так, еще с вами кто-то свяжется, кто-то очень важный, либо свяжется по какому-то делу. Может, какая-то бюрократическая история проиграется.
нужны будут какие-то то ли дополнения, то ли обращения, то ли документы донести. Что-то вам скажут, от чего вы немножечко как возмущаться будете. Скажете, да как так, да что происходит, да, вы что там делаете? Почему я должна вам все документы на свете нести еще там по третьему кругу, да? Неужели нельзя сразу сказать, да, вот список, вот такие документы предоставь, либо вот то-то, то-то сделай. Ну, деваться некуда, будете заниматься этим вопросом. И еще я вижу, что вас вот как дергают, да, отвлекают, может быть, в какое-то неурочное время, либо вы чем-то заняты, а вам начинают там наярливать, да, дозваниваться. Но, тем не менее, после того, как вы донесете документы, либо что-то там оформите, обращение какое-то напишите, вот ваша ситуация начнет решаться со скрипом, но начнет решаться. А это самое главное. Там еще время должно пройти, там не за один период решается. Но, тем не менее, уже движение видно, оно просматривается, движение. Пусть и медленное, но, тем не менее, уже движение. Дальше. У кого-то вы под прицелом, кто-то на вас нацелился. Тут у кого-то явно отыграется любовная история, любовные желания. Ну вот вы мужчина, да, какая-то женщина на вас глаз положила. Либо вы женщина, мужчина на вас глаз положил. Но тут проявления, тут показаны проявления, тут ну, кокетничать с вами могут. Здесь могут за вами ухаживать, да, вот как-то человек кругами вокруг вас ходит. И явно что-то нужно этому человеку. В принципе, человек симпатичный, неплохой. Может быть, даже это и взаимно. Да? Вы тоже испытываете симпатию к этому человеку, либо не против. Но с другой стороны, у вас так много задач, у вас так много дел, вы буквально вот с утра до ночи чем-то заняты. И вы скажете, ну блин, ну как так, ну почему в такое время, когда мне некогда, когда мне нужно там дела делать, работу работать, ну почему не раньше, либо давай попозже, да, у вас такие мысли будут в голове. Ну что, объясните, как есть, да, если человек вам нравится, и вы не против, объясните, скажите, давай так, я вот там дела поделаю, а лучше, если хочешь, помоги, да, может быть, когда вы вместе будете что-то делать, вы еще и лучше друг друга узнаете и быстрее сблизитесь. Но не переживайте, у человека действительно на вас вот прям глаз слег, и этот человек не сдастся так быстро, либо так скоро, даже если вы будете заняты. Ну что, будет вас ждать, да, будет ждать. Так, еще, кто общается в интернете? Вот тот, с кем вы общаетесь, либо та, с кем вы общаетесь в интернете, буквально может вас поставить в какую-то щекотливую ситуацию, да. Человек вам может что-то такое сказать, либо предложить, от чего вы ахнете и скажете, да, блин, ну что делать, да, как поступить. А я вам так скажу, рискните, попробуйте. Лучше попробовать, да, и пожалеть, чем не попробовать и потом всю жизнь жалеть. Я не вижу там ничего плохого. Может быть, человек вас проверяет, а может быть, человек, ну, все уже для себя решил, да. И хочется более серьезных каких-то моментов. Почему-то мне идет, что куда-то поехать. Да? Человек вас может пригласить к себе, либо договориться с вами куда-то вместе отправиться, да? Вот, чтобы время провести, чтобы там ближе друг друга узнать. Но неплохо. Неплохо на самом деле. Я не вижу здесь каких-то там нехороших мыслей. Наоборот, если даже хочет проверить, то вы, например, соглашаетесь, человек думает, о, классно, точно, надо попробовать, надо вместе поехать. Да, и человек сразу решается на это. Но, может, действительно, человек тоже, понимаете, вы друг друга не видите, и человек тоже хотел бы себя обезопасить. Да? Может быть, проверка такая, что, может, вы играете с этим человеком, может быть, у вас нет серьезных намерений. Ну вот что-то будет, да? Щекотливое такое положение. И хочется, и колется, и мурашки бегают. Так, тут у нас два победителя. Звезду с неба сорвали. Два человека. Может быть, вы пара, да? Может, вы две подруги, либо вы два друга. Может быть, вы муж и жена, там, парень и девушка, там, не знаю, родители и ребенок. Вот звезду с неба сорвали. Видите, вот она, четырехконечная звезда. И вы... Ну, вы так руки подняли и эту звезду держите, да? То есть как победители хвастаетесь, ну, либо всему миру показываете свой трофей. Вот мы сорвали звезду с неба.
Слушайте, ну хорошая победа, либо хорошее достижение, но на двоих. Либо вдвоем только лишь получится. Один человек точно не потянет. А вот если вдвоем, то 100% получится. Может, вы сейчас что-то делаете, либо что-то воплощаете, за что-то боретесь, чего-то ждете, например. Ну вот звезда у вас в руке. Звезда — это то, что желанно, да? То, чего я хочу. Но именно идет на двоих, на пару идет, либо на двух, может быть, коллег, двух друзей, подруг, ну, либо родственников. Хороший знак. Так, а вот здесь показывают сухое дерево. И это сухое дерево, на нем эти почки, цветочки, что-то на нем появляется. И вы с таким удивлением, с изумлением думаете, ну ничего себе, неужели это дерево живое? Да, это дерево живое. Возможно, ну вот весна пришла, и дерево показало почки и цветочки. Может, вы думали, там, что зимой, может, правда дерево, да? Зимой это дерево типа якобы замерзло, но на самом деле оно не замерзло. А у кого-то еще отыграется, что это как-то связано с отношениями. Отношения, да, дерево, род, семья, отношения. Ну, хороший знак. Оттепель, да, весна. Люди тянутся друг к другу. Люди еще раз хотят друг другу дать шанс. Либо люди хотят восстановить отношения, там, договориться. Да, может, это родственники, с кем вы поссорились и перестали общаться. А может, это и бывшие отношения. Ну, вы все разные, у каждого по-своему будет. Да, почки и цветочки, и все сразу, и дерево оживает. И только лишь, я так понимаю, от вас будет зависеть, как оно даст плоды или нет. Да? Пойдете вы навстречу или нет. Скорее всего, с вами кто-то будет связываться, либо вас куда-то будут звать, приглашать, либо предлагать, да, давай поговорим, давай обсудим, нам надо встретиться, там, приезжай, да, какие-то такие будут разговоры. Неплохо. Так, лук есть, стрела есть, только лишь нужно научиться стрелять, да, либо наконец-таки стрельнуть. Вы знаете, вам какая-то возможность предоставится, но возможность, скажем так, не лежит совсем в круге ваших интересов, в поле вашего интереса, но, с другой стороны, почему бы не попробовать? И к этой возможности вас какая-то женщина подводит. То есть она вам говорит, ну, вот есть возможность, давай попробуем, давай хотя бы посмотрим, что это. Либо пошли со мной, посмотришь, что это. Не отказывайтесь. Не отказывайтесь и попробуйте себя в качестве стрелка. И я думаю, у вас получится. Получится. Как для себя что-то новое открываете, да? Новое, что вас раньше не интересовало, что раньше вам казалось каким-то странным, не вашим, да? Просто попробуйте. Тем более вы не одна, вы не один, вы с кем-то пойдете, да? Кто-то вас зовет, кто-то вас приглашает. Почему бы и не попробовать? А вдруг это ваше? А вдруг вы влюбитесь в стрельбу из лука? А вдруг вы прям с первого раза и прям в яблочко попадете, да? Надо, испытайте судьбу. Это хороший знак. С правой стороны точно на благо вам. Так, и еще вижу, что вас куда-то зовут, приглашают в какое-то место, где много людей собираются, либо где много людей соберутся. Это не обязательно какое-то мероприятие, это может быть и ночной клуб, и ресторан, и, не знаю, какое-то спортивное соревнование в конце концов, либо там театральное представление. Вот соберется много людей. И я вижу, что вы не хотите, вы говорите, ну вот нет, не пойду, у меня дела, я устала, там одеть нечего. Но вам желательно сходить. Сходить, и там с вами что-то случиться может. Хорошее, доброе, позитивное, может, кого-то нужного, важного встретите, либо с кем-то познакомитесь. А может быть, что-то действительно вот новенькое увидите, услышите, узнаете. Может, вам нужны положительные эмоции, да? Может, вам нужно пойти и расслабиться, да? Идите, неважно, есть у вас что одеть, нету, что там у вас с делами, с настроением, надо идти. Надо идти. Вас прям уговаривать будут, да, уговаривать и прям очень настойчиво будут уговаривать. Нет, у вас, конечно, характер такой... Ах, если решили, то решили, но тем не менее, лучше сходите. Лучше, да, сходить. Так, левая сторона.
С левой стороны какая-то змея вниз ползет. Как, знаете, от чего-то, от кого-то убегает. А может быть, хочет на дно залечь, какие-то события, может быть, негативные пережить для себя. Ну, змеи — это токсичные люди, это обманщики, это те, кто могут втираться в доверие и кто может очень сильно ранить. Возможно, какого-то негативного человека не досчитаетесь в своем окружении, да, либо рядом с собой человек куда-то на время то ли уедет, то ли спрячется, то ли пропадет. Это не значит, что человек пропал навсегда, просто на время это все происходит, да, на время. И еще, мои хорошие, вижу, что вам кто-то что-то должен, и этот человек вас избегает. И если этого человека не прижать к стене, так и дальше будет избегать. То есть человек все прекрасно помнит, человек все прекрасно знает, но человек просто не хочет отдавать свои долги. И человек вот прям саботирует этот момент. То есть человек приблизительно вас где-то там видит издалека и раз свернул, пошел другим путем. Тут нужно либо как за грудки взять, да, прижать к стене, ну, либо прощайтесь, а потом у человека не будет ни денег, ни возможности вам вернуть. Если до конца месяца не вернете, то уже не вернете никогда. Я никого не пугаю, это просто такое предупреждение вышло. То есть у вас еще есть время, да, сколько дней? Это прилично, 10 дней на то, чтобы вернуть свое. Не забывайте про это. Иначе потом у человека вообще возможности не будет. Либо человек куда-то, не знаю, заедет, как-то судьба разведет, ну, не отдаст. Если не сейчас, то и никогда. Как-то так показано. Да, вы можете дарить, вы можете прощать, но, опять же, энергетически это неправильно. Если вы конкретно берете и дарите, это хорошо, это правильно. А если человек у вас взял в долг и потом не отдает, и вы потом говорите: а ладно, пусть тебе останется, это неправильно. Да, потом всякие энергетические воронки, оттоки, дыры происходят. Да? Зачем вам это все? Не надо. Это неправильно. Так, еще показывают, что ворона растрепанная какая-то, знаете, как-то крылья странно расставила, а голубь над ней летает. То ли голубя боится, то ли на смену плохим новостям хорошие придут, либо на смену каким-то претензиям, да, критика, претензии, обвинения. Вдруг предложение хорошее, либо там дружеское предложение: давай помиримся, давай договоримся, давай там решим по-хорошему. То есть ворона не летает, но голубь летает, а ворона какая-то потерянная. Может, для вас это неожиданностью станет, может, таким вот неожиданным сюрпризом. Соглашайтесь на голубя. Ворона, хоть птица и красивая, да, но ее настрой — это вообще не ваш вайб. А голубь — это хорошо. Лучше дружить, чем враждовать. Согласитесь, да? Меньше энергии тратится, меньше каких-то негативных ассоциаций, негативного мировоззрения. Да? Лучше дружите. Дальше вот здесь показано, что скоро деньги придут. То ли это какие-то обязательные деньги, обязательные платежи. Ну, допустим, там у кого-то пенсия, у кого-то зарплата, у кого-то, может быть, еще какой-то доход, который ежемесячно, постоянно в одни и те же даты приходит. А у кого-то отыграется, что вам деньги придут, либо кто-то денег даст, подарит деньги. Не знаю, любимый человек заработал, принес и говорит: на, любимая, трать, купи себе что-нибудь. Ну вот деньги показаны, деньги в кошельке. Кошелек, кстати, ваш. Даже если вы не носите, вот это ваш энергетический кошелек, как энергетический след. Так, еще. С чем-то вам придется справляться, но справляться в одиночку. Так сложатся обстоятельства, то ли вы никого не предупредите, то ли все вот как-то, знаете, заняты, да, вот по-настоящему заняты. И вы скажете: ладно, никого не буду ждать, сама попробую. Смотрите, мои дорогие, если это как-то связано с поднятием тяжестей, вот я вас заклинаю, делайте, что хотите, но ничего не поднимайте. Вы можете себе нанести вред, а потом еще очень долго будете лечиться, восстанавливаться. Лучше пусть эта работа как подождет, чем вы надорветесь и потом будете долго себя плохо чувствовать. Если это как-то связано с, допустим,
с решением каких-то проблем у вас все получится, вы сможете. И даже в одиночку у вас получится лучше, чем в компании с какими-то людьми. Даже если эти люди, допустим, профессионалы. Да? Вот у вас получится в одиночку и лучше, и легче, и быстрее. Вот это вас приятно удивит. Скажете: ох, какая я умная, да, либо какой я умный. И я и так могу, и сяк могу. А когда вам помогают, может быть, потому что вот разные мнения, сомнения, да, вот это может и по времени растягиваться, и не тот результат иметь. А тут вам прям понравится. Но тяжелое не таскайте, не поднимайте, не рискуйте собой, не рискуйте своим здоровьем. Здоровье, оно одно. Потратишь, испортишь, а потом ни за какие деньги не вернешь. Да, бывают такие ситуации, что и деньги есть, а здоровье не возвращается, к сожалению. Так, еще под конец месяца какие-то странные события глобального масштаба происходят. Очень странные. Вот знаете, люди говорят: все было, да, мы все уже видели, все было, но такого еще не было. Очень много разговоров будет, очень много эмоций я вижу. И тут у кого-то прям шок, а у кого-то удивление. И такое удивление, как человек поражен. Человек такой: как такое? Ну как? Ну кто это? Ну кто на это решился? Да, вот что-то в таком ключе. Ну вот действительно будет о чем поговорить и будет чему подивиться, либо от чего шокироваться. Что-то глобальное. Ну, глобальное там в рамках вашего города, в рамках вашей страны, в рамках целого мира, да, нашего земного шара. Что-то такое будет происходить. Дальше. Вот видите, здесь бубновая масть. Видите, бубны вышли. И эти бубны, они как будто бы над головой у вас висят, но у вас полусогнутые ноги, пока не дотягиваетесь. Либо это какое-то обещание, либо это какая-то денежная возможность, но вы о ней узнаете до конца месяца, но пробовать вы будете уже в следующем месяце. Масть достаточно крупная, да, бубны — это деньги, это хорошие деньги. Вы не переживайте, что ноги полусогнуты. Скорее всего, из-за того, что у вас идет нагрузка, вы какими-то другими делами занимаетесь. Вы на все соглашаетесь, вы все изучаете, все рассматриваете. А вот уже в следующем месяце вы будете эту бубновую масть в руки брать. И ноги уже выпрямятся. Да? Все у вас получится. У кого сейчас финансовый спад, вот в чистом виде, да, вот денег не хватает, то до конца месяца вы что-то придумаете, либо вам что-то расскажут, вы начнете что-то изучать. И уже в следующем месяце будет намного и легче, и лучше, и проще. Да, вот какие-то новые деньги, горячие деньги, новые источники доходов. Да. В принципе, дотянетесь. Не так-то высоко над вами эта бубна. Может быть, начало следующего месяца, да, у кого-то, к середине точно будет. Вот, имейте это в виду. Так, еще вижу, что вам будут предлагать что-то, как купить, скорее всего, да. Вам предлагают, а может быть, вам захотят подарить. Может и подарить, да, почему бы и нет. Вам что-то предлагают, говорят: хочешь? А вы смотрите и думаете, вам это надо или нет. Смотрите, если будут продавать, да, предлагать купить, то надо брать. Надо брать, точно не пожалеете. Цена хорошая, прям такая вкусная. И вещь стоящая, да, вот предмет продажи стоящий. Если будут предлагать подарить, если вам это надо, то тоже берите, но обязательно дайте денежку. То есть прям бесплатно не берите. Хоть какую-то копеечку, но дайте, да, чтобы эта вещь действительно вам служила, радовала вас и приносила вам как пользу, да, удовольствие, пользу. Вот, прям без ничего не берите. Хоть копеечку, но дайте. Если продают, то берите, цена очень хорошая. Там то ли человеку срочно надо, то ли еще что-то. Берите, покупайте, точно не прогадаете и не пожалеете. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.